19 января православные христиане отмечают Богоявление или Крещение Господне. Сегодня в храмах осветили воду. Верующие говорят о ее чудодейственных свойствах и спешат наполнить емкости. Сегодня в полночь начнется крестный ход. На городских водоемах уже готовы купели. Где искупаться, знает Евгений Януров. В этом году организаторы отказались от Иордании на Пушкинском кордоне. Проруби впервые решили сделать на водоеме Тарелка. Поэтому уже в середине недели здесь началась подготовка к одному из главных православных праздников. Глубокий. О, чувствуешь? То есть вот где. 3 контрольных замера, и становится ясно, лед на тарелке пригоден для обустройства купелей. 35-40 сантиметров, такая толщина, по заверению специалистов, гарантирует безопасность людей. Проверяем толщину льда и места расположения купелей от берега, чтобы глубина была не более 1,5 метра, не сильно глубоко и не сильно мелко. Сейчас контрольные замеры делаем. Вчера взяли анализ воды МУФ водоснабжения, то есть на водоеме. После проб льда и воды к процессу подключились коммунальщики. С помощью бензопилы «Багров» они вырезали идеальные по форме проруби. В этом году на тарелке решили обустроить сразу 3 Иордании. Это для меня обычная работа. Мы на Плотине работаем, на городской, в старом городе. Все время лед весной. Отмываем эти шлюзы, отпиливаем лед, обкалываем. Обычно на искусственных и естественных водоемах вырубают крестообразные проруби, которые иначе называют купели или Иордания. По традиции, раньше всех в воду окунаются те, кто участвовал в святочных гаданиях или ряжении. Заходы к прорубям, как водится, выполнили из дерева. Кроме того, организаторы пообещали обустроить стол для молебна, медпункт, раздевалки, навесы с горячим питанием и чаем. Самые замерзшие златоустовцы смогут согреться в бане. Будет выставлены, наряды муниципальной милиции, так, кадеты, и спасатели. Кроме того, будет организована, тут, парковка не ближе 50 метров, как положено, согласно правил. Вот. Будет отцеплено, будет освещено. Отпраздновать Крещение Господне и окунуться в прорубь можно будет и в поселке Веселовка. Там на реке тоже обустроят традиционную купель. Одни из организаторов — златоустовские казаки. Все будет организовано даже лучше, чем в прошлом году с нашей стороны. Там будет и горячий чай, самовары, палатка для переодевания в теплом варианте с печкой, баня тоже для переодевания. То есть, ну и плюс, у нас будут группа из числа кадетов и спасателей непосредственно возле Иордании. Ну и плюс порядка 40 казаков будет практически 2 дня там. Специалисты, в свою очередь, предупреждают о некоторых опасностях крещенского купания. К примеру, они советуют не толпиться возле Иордании и подходить к прорубям небольшими группами. Некоторые противопоказания есть и по здоровью. Противопоказаны все сердечно-сосудистые заболевания, противопоказаны заболевания крови, противопоказанием являются неврологические заболевания, эпилепсия, также противопоказаны различные женские заболевания. Безусловно, большая часть горожан отправится окунуться на тарелку. В полночь отец Александр проведет обряд освящения Иордании и воды. В связи с этим продлили график движения трамваев. Ночь с 18 на 19 они будут курсировать от остановки Булат до машиностроитель до 3 часов.